Правительство России утвердило правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 сентября размер ежемесячной президентской стипендии для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования, вырастет до 30 тысяч рублей в месяц. Президентская стипендия для студентов вузов будет назначаться по результатам конкурса, который должен проводиться по 9 направлениям. В Музее Победы в Москве был дан официальный старт всероссийской акции «Наши семейные книги памяти», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие представители 51 субъекта России. Каждый смог поделиться историей своей семьи и рассказать о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Ингушетию в акции представила студентка Назрановского политехнического колледжа Динара Яндиева. В текущем году в Малгобеке благоустроят 3 общественные территории. Это улицы Береславского, Димитрова и Юбилейная. На территориях проведут асфальтирование дорожного полотна, обновят опоры освещения и заменят старые лампы на новые энергосберегающие. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В апреле прошлого года более 5000 жителей города приняли участие в голосовании за выбор дизайн-проектов улиц. Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах на 250%. Таким образом, штраф для граждан составит от 1250 рублей до 2500. Для должностных лиц от 2500 до 5000, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 2500 до 5000 рублей, для юридических лиц от 25 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного суда о переводе уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но при этом их нельзя закрыть по примирению сторон. При частном порядке уголовного преследования пострадавшему от клеветы приходится доказывать события и другие обстоятельства преступления. При этом у него есть право и обязанность самостоятельно поддерживать обвинения в суде. Если подсудимого оправдывают, суд может взыскивать процессуальные издержки полностью с того, чья жалоба привела к судебному производству. В Госдуму внесли законопроект об обязанности владельцев животных в течение 3 дней уведомлять уполномоченный орган о пропаже питомцев. Дополнить предполагается 9-ю статью закона об ответственном обращении с животными, посвященную общим требованиям к содержанию питомцев. Парламентарии пояснили, что отсутствие соответствующей нормы в законодательстве способствует увеличению числа безнадзорных животных и затрудняет поиск и идентификацию пропавших питомцев. Между тем, во многих странах такое правило действует, отметили разработчики. Годовая инфляция в России с 25 по 31 марта ускорилась с 10,11 до 10,24%. По сравнению с предыдущей неделей цены выросли на 0,2%. Продукты стали дороже на 0,28. В частности, стоимость фруктов и овощей поднялась на 1,3%. Остальное продовольствие прибавило в цене 0,19%. В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,05%.